Никуда мы трофеи раздавать не собираемся. Чего эта грузинская страна их бросила? Она их бросила. В основном мы оружие утилизируем, потому что оно в России в достаточном количестве, и, честно говоря, мы не нуждаемся. Ушел из жизни правдоруб войны августа 8-го Анатолий Наговицын. В самые сложные для Южной Осетии дни, когда грузинские фашисты и их американские патроны хотели сделать из Южной Осетии чистое поле, осетинские и российские войска встали плечом к плечу. Но параллельно с битвой армии шла война информационная. Убивая детей, женщин и стариков, грузинские и западные СМИ преподносили это как наведение в Грузии конституционного порядка. В те дни генерал Наговицын ежедневно от лица Минобороны России проводил пресс-конференции. Он рассказывал правду о геноциде осетин, фашизме грузинских войск и борьбе добра со злом на аланской земле. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов направил телеграмму со словами соболезнования министру обороны России Сергею Шойгу. В тексте, в частности, говорится: Уважаемый Сергей Кожугетович, с чувством глубокой скорби в Республике Южная Осетия восприняли весть о кончине видного военного начальника Анатолия Алексеевича Наговицына. В Южной Осетии Анатолия Алексеевича всегда будут помнить как мужественного человека, настоящего патриота своей отчизны, который был неравнодушен к судьбе своего народа, всегда отстаивал интересы родной страны. Анатолий Алексеевич был одним из немногих российских военных деятелей, которому было поручено ежедневно информировать общественность о пятидневной войне с грузинской группировкой, вероломно напавшей на Южную Осетию. Его личность, голос и выдержка, а самое главное достоверная информация о ходе операции о принуждении Грузии к миру стали неотъемлемой частью истории осетинского народа. Прошу вас передать мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким Анатолия Алексеевича в связи с постигшим их горем. За большие заслуги перед нашей страной генерал-полковник Анатолий Наговицын награжден высшей наградой Южной Осетии орденом почета. Но награда другая, уважение и почет осетинского народа останутся со светлым именем честного русского офицера навечно. Алан Тибилов, Инал Кузаев. Информационный выпуск сегодня.